О буллинге, кибербуллинге и профилактике наркопреступности говорили на круглом столе в Сыктывкарском государственном университете имени Петерима Сорокина. В его работе приняли участие члены Общественного совета при МВД по Коми, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, Центра по противодействию экстремизму и Управления по контролю за оборотом наркотиков. В роли докладчиков были сами студенты. Каким они видят решение проблемы, в материале Анастасии Тюрниной. Нежелание идти в учебное заведение, плохая успеваемость, беспричинные боли в животе и груди, печальный вид, нарушенный сон, уединение, проблема с аппетитом. Все это может говорить о том, что ребенок стал жертвой буллинга, но не рассказывает об этом напрямую. Буллинг – это травля, агрессивное преследование одного человека другими. Он может выражаться по-разному – от непристойных шуток и оскорблений до избиения. Главное – запугать жертву, подчинить себе. Стать той самой жертвой травли может любой. По статистике, больше всего распространен буллинг в начальной школе, но сталкиваются с ним и ученики из средних и даже старших классов. Об этом в своих докладах рассказывают студенты СГУ. Кибербуллинг – еще одна тема. Это когда оскорбляют или угрожают с помощью средств электронных коммуникаций, например, в соцсетях. Каждый человек может каким-то образом влиять на другого человека. Прежде всего, через соцсети. Это делается вообще с огромных расстояний. И хейтерство еще вызвано тем, что развивается именно глобализация. Я так думаю, что распространяются именно взгляды, религиозные ценности. И это ведет к тому, что появляются именно какие-то состыковки с личностями. У студентов свое видение решения проблемы травли и насилия в современном обществе. Такая агрессия может привести к серьезным душевным потрясениям, вплоть до суицида. Поэтому на эту тему надо говорить чаще. И главное – научить ребят противостоять нападкам в виртуальном мире. А еще важно, чтобы у ребенка были доверительные отношения со взрослыми, чтобы он мог поделиться с ними своей проблемой. Обернуть злой комментарий в шутку, не мстить. Такие простые и одновременно очень сложные шаги ребенок сможет сделать только при поддержке кого-то сильного рядом. Важное правило – добавлять друзья в социальных сетях только знакомых и вовремя обращаться в полицию. Подобные противоправные действия попадают под административную и уголовную ответственность, сообщают эксперты круглого стола. Под действие буллинга у нас, еще раз повторяю, попадает клевета, оскорбление, причинение физической боли, угроза – это тоже своего рода буллинг. О неповторимых трагических последствиях наркомании и о формировании в обществе политики нулевой толерантности к потреблению запрещенных веществ рассказывают уже эксперты. Важно понимать каждому – ограничения и санкции последуют даже за незначительные правонарушения. Профилактика, на мой взгляд, должна строиться не исходя из какого-то определенного вида наркотических веществ. Да? То есть мы всегда будем опаздывать. Как бы мы ни старались спешить, мы на дрезине с тремя колесами не успеем за локомотивом. В любом случае. Они впереди. Все. Они всегда будут впереди, и надо говорить всегда о профилактике зависимого поведения среди несовершеннолетних или среди вообще населения. Мы хотим, чтобы студенты были предупреждены, потому что когда ты предупрежден, ты вооружен. И как раз вот такой формат живого общения, формат диалога, формат вопроса-ответа, формат получения информации из первых рук от экспертов, когда ты напрямую можешь задать интересующий вопрос представителю органов. Это замечательно. Ну и кроме того, сами студенты представили свое видение в докладах, что они думают о буллинге. И мне очень понравилось, что мы взяли не только буллинг в качестве рассмотрения тематики, но и проблему борьбы с оборотом наркотиков, предупреждения, профилактики. И я думаю, что это замечательный формат. Инициатор встречи, Общественный совет при МВД по Коми, планирует привлечь как можно больше студентов к решению этих проблем. Поэтому такие круглые столы проведут в различных вузах Коми. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.